На фоне этой небывалой политической активности кавказцев вновь напоминают о себе местные реакционные круги, уже руководимые к этому времени многочисленными агентами Временного правительства в Петрограде. Внезапно, в конце июня, казаки Сунжинского и Кизлярского отделов выступают с совершенно беспрецедентным заявлением. Якобы они прекращают все виды контактов с горцами и перекрывают пути сообщения горцев со станицами. Так как Сунжинская линия проходила внутри территории Ингушетии, это означало объявление войны ингушам. Чтобы ее начать, нужен был только повод или провокация. И она не заставила себя долго ждать. К этому времени Владикавказ был переполнен вооруженными и дезорганизованными частями бывшей русской императорской армии, дезертировавшими с фронтов Первой мировой. 6 июля 1917 года группа солдат-люмпенов, занимавшаяся грабежом и воровством у местного населения, устроила стычку с ингушами на рынке во Владикавказе. Буквально в течение нескольких часов происшествие приобретает невиданный размах. К солдатам моментально присоединяются организованные вооруженные отряды горожан и казаки окрестных станиц. В городе начинается настоящий ингушский погром. Малосознательные обыватели, преимущественно из окраинных районов, руководили погромщиками, указывая ингушские дома. Администрация области молчала, хотя в городе находилось до 400 юнкеров Суворовского военного училища, милиция и масса вооруженного офицерства. Силы вполне достаточные для того, чтобы принять меры к ограждению жизни и имущества избиваемых. Провокация удалась. Ингушей убивали на базаре, на улицах города, в домах, везде, где только можно было их найти. Побоище продолжалось в течение дня и ночи. По окончании погрома в Покойницкую городской больницу доставлено было несколько десятков трупов убитых ингушей. По словам султана Долтмурзиева, только после того, как город окружили вооруженные отряды со всей Ингушетии, исполнительный комитет Терской области выпустил на улицы патрули юнкеров для прекращения погрома.